Я продолжаю писать карту дня на 6 марта. На среду смотрим мы следующие 6 знаков зодиака. Это будут знаки от весов и до рыбок. Если вы зашли на это видео, вам нужны первые 6 знаков, тогда вам нужна первая часть. Под этим видео внизу есть на нее ссылочка. Я смотрю дальше. Весы, 6 марта. Покажите мне, какие события будут у весов в среду. Что их ждет? Подарочек выпадает. Возможно, вы получите подарок, бонус, презент, сюрприз. Пустые разговоры, колокольчик. Неприятность, к сожалению. Неприятность и сложный выбор, колебания, сомнения. Возможно, неприятность как-то будет связана с этим выбором. Еще и гости рядом ложатся. Это может быть прям одно событие. Решение вопроса. Не сказала, лебедя нельзя было соединить. Здесь нет. Значит, смотрите, первое событие. Подарок, гости, пустые разговоры, решение вопросов, сложный выбор. Может быть, выбор подарка или выбор идти не идти в гости, а просто подарить подарок. Но и видите, неприятность тоже есть. К сожалению, одно негативное событие выпало. Вот такая история. Может быть, неприятность в гостях произойдет какая-то. В общем, я вас предупредила. Благодарю за внимание и перехожу к скорпионам. Скорпиончики. Смотрим. 6 марта. Скорпиончики, смотрим, среда. Ключ. Ну, ключ это очень хорошо. Это всегда новые возможности, открытые двери. Это, кстати, ключевой день какой-то может быть еще. Любовь. Для кого-то это может быть день знакомства. Если у вас пока нет отношений. Так, значит, смотрим, что здесь. Ну, как-то вот видите, мало событий. Для вас, скорпиончики, все время мало событий выпадает. Редко, когда много. Ну, вы и так все знаете. Вам расклады особо не нужны. Нерешенный вопрос еще есть. Нерешенный вопрос. Ну, в принципе, и все. Смотрите, значит, 3 события. Любовь. Все хорошо в личной жизни. Ключ. Пожалуйста, открытые двери. Что хочешь, то и делай в этот день. Все будет по-твоему. И даже я вам скажу, что ключ может помочь решить нерешенный вопрос. И вот смотрите, ножницы выпали по периметру. Вы буквально вот, ну, в полшаге от решения этого вопроса. И тут, кстати, именно по ключу от вас может зависеть, что, возможно, даже вы в этот день тоже сможете решить. Ну, если не в этот день, то вот в ближайшие дни уже до конца недели вопрос решится.
Так что, если хотите в этот день, карты говорят, прикладывай усилия, потому что все зависит от тебя. Такая информация для вас на среду. Благодарю за внимание. Я перехожу к стрельцам. Так, стрельцы. 6 марта. Стрельцы, среда. Верность, первое событие, лебедь. Якорь, остановка где-то надолго. Деловой разговор. Возможно, у вас какой-то будет разговор долгий. Очень долгий разговор. Но больше такой рабочий, деловой, не личный. Дорога, смотрите. Может быть длинная дорога и в ней много разговоров. Можно так еще прочитать. Какое-то событие, может быть, в семье, опять же, связано с парой, как вариант. Или с любимым человеком. Того, кого, ну, с тем, кого вы любите. Деньги. Подарок нельзя, не сказала. Успех. Успех в делах. Нет. Нет, нет, нет. Нет и нет. Получается, у вас в этот день, значит, смотрите, дорога, деловой разговор, успех. Где-то проведете много времени, то ли в дороге, то ли на каком-то событии. Ну, как минимум 2-3 часа вы точно будете находиться на одном месте. Гармоничные отношения в паре, какое-то событие, успех в делах и финансовые операции в этот день. То есть у вас, получается, все события очень хорошие. Ну, единственное, по якорю. Карта показывает, что мы заякорены. А это не всегда хорошо. Иногда карта показывает, что нам нудно. Как-то долго, медленно тянется время, и нам скучно. Так что вот такая история для вас. Благодарю за внимание. Я перехожу к козерожкам. Козерожки. Козероги, 6 марта, среда, события дня. Дерево, приглашение. Разлука, чемодан. Флаг нельзя. Дорога. Похоже, вы куда-то поедете. Приглашение, поездка. И прям с чемоданом, с рюкзачком, с вещами. Надежда. Успех нельзя. Ой, 2. Цыпленок.
Это общение с семьей, с детьми. Такая семейная жизнь. Здесь нет. Открытие тайн секретов. Замок. Шарики нельзя. Нет, нет. И будильник тоже нельзя. Получается, у вас может быть приглашение. В этот день вас куда-то пригласят. Поездка. Временная разлука, расставание с кем-то. Общение с семьей. Открытие секретов, тайн. И надежда на этот день. В принципе, все события хорошие выпали. Ну, опять же, конечно, тайны бывают не всегда приятные, да, вот все, что выходит наружу, вся эта правда. Ну, будем надеяться, что это будет какие-то интересная информация, позитивная, а не негативная. Благодарю за внимание, Козероги, перехожу к Водолеям. Водолеи. 6 марта. Среда. События дня Водолеи. Интимная связь. Первое событие. Кровать. Еще кровать, если выпадает первым событием, может показывать нежелание с утра вставать. Хочется лишний часик поспать. Нерешенный вопрос. Змея. Злые языки, завистники, вредители. Можно еще так сказать. Семья, дети, общение. Решится вопрос. Смотрите, как хорошо. Нерешенный вопрос решится. Но, возможно, решится не в первой половине дня, а во второй для вас. Самое главное, что решится. Угу. Проверяем, что здесь. Победу нельзя, к сожалению, соединить. Ну, здесь я не вижу. Значит так, интимная связь, нерешенный вопрос, но когда он не решится с утра, вы не расстраивайтесь, потому что ножницы говорят, что в течение дня он точно решится, поэтому вот не тратьте здесь нервы свои. Змея может показывать, есть какие-то люди, которые желают вам зла, скажем так, да, пытаются вас ужалить, что-то где-то вот сделать какую-то гадость, будьте к этому готовы. Также может быть общение с семьей и решение вопроса. Вот два предупреждения. Это змея и это нерешенный вопрос. Но одно, вот видите, одно событие исправится, изменится в лучшую сторону. А вот змея тут уже от вас будет зависеть. Вам просто надо на нее не реагировать. На таких людей просто не нужно реагировать, и все. Иногда, вы знаете, змея показывает просто, например, не человека, у которого острый язык, а просто описывает характер, описывает год рождения змея, описывает профессию. Профессия может быть связана с медициной. Бывает даже и так. Может быть, у вас кто-то член семьи рожден в год змеи, тогда просто карта показывает, что вы с этим человеком проводите время. Так что змея тоже не всегда это плохо. Но предупреждены, да, значит, уже вооружены. Благодарю за внимание. Я перехожу к рыбкам. Смотрим дальше рыбок. 6 марта. Покажите мне 6 марта рыбки. События дня. Что у них будет происходить? Рыбки. Поехали.
ссора может быть. Метла. Победа, смотрите, хорошо. Выигрыш, победа. Дорога может быть. Кстати, ссора может быть в дороге. Рядом события. Деловой разговор, деловое общение. Угу. Так, и здесь нет. Смотрим, значит, что еще по периметру есть. Горизонтали нет, теперь вертикали. Нет совпадений. Есть рыба. Совпадение. Рыба — это хитрое дело, скользкое. Угу. И плюсиком есть еще исполнение желания. Значит, смотрите, из хорошего у вас может быть поездка, вот еще деловая встреча. У вас будет какая-то важная встреча, разговор, деловые, рабочие, дорога, победа, исполнение желания и 2 предупреждения. Небольшая ссора и, самое главное, постараться избежать скользкой рыбы этой. Кто-то будет хитрить, юлить, пытаться как уж на сковородке выкрутиться, обмануть вас. Так что вот будьте здесь осторожны. Особенно, видите, вот если выпадает деловая встреча, деловой разговор, может быть, там человек будет вас к чему-то склонять. Поэтому вот осторожно будьте. Не попадитесь на чью-то удочку, карты говорят. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.